Дальше быстренько пройдемся по техничке, как раз это вот история с вязкостью, да, то есть то, с чем часто мы сталкиваемся, особенно когда приезжает клиент и с умным видом, он же инженер там Toyota, только что вот оттуда приехал, говорит тебе, не, братан, 1040, мне Серик сказал, 1040, я его слушаю, а приезжает к вам на Camry 75 с новым мотором, А25 ФКС, 8 форсунок в моторе, да, форсунки прямого впрыска, форсунки классического впрыска. Мотор работающий, ну, я бы сказал, на пределе. И на нем четко написано 0,16 only. То есть масло вязкостью 0,16 и никакого другого. Ну, тут кажется, вода. Как может вода в моторе работать? А почему она не может там работать? Да может. Инженеры-то на месте не стоят. 20 лет назад какой телефон был? Кирпич 3310, да? Тебе если 20 лет назад сказали, что у тебя 4 камеры в телефоне будет, ты бы что сказал? Дурак, что ли? Как фотоаппарат можно в телефон засунуть? Как можно телевизор в кармане носить? Не поверил бы. Примерно с маслами то же самое. Технологический процесс на месте не стоит. То есть 0В16 это уже даже не жидкое масло. 0В8 мы его привозим, у нас есть клиенты, которые его покупают, потому что эти машины в Казахстане уже есть. 0W8. Это новые эти Ярисы, это новые Приусы, это новые Toyota Crown, именно американцы. Они есть, в Алмате их хватает, масла эти покупают, на них уже ездят. То есть почему? Ну, здесь кто моторист? Вы моторист? Моторист? Кто еще моторист? Ну, кто связан с техникой, прекрасно понимает, что в любом моторе есть масляные каналы, есть масляные тепловые зазоры, которые рассчитываются инженерами. Каждый участок в моторе, каждый масюсенький вот этот уголочек и поворотик просчитан инженерами. И просчитан так, чтобы жидкость с точки А в точку Б при тех или иных оборотах успевала пройти по ней, создать правильное давление, забрать с собой лишнее тепло. Масло же это не только смазка, это кровь. Она и смазывает, она и держит в себе грязь, она и охлаждает. В первую очередь, 3 самых основных свойства, точнее, то, что требуется от моторного масла. И когда мы начинаем использовать вязкость выше, масло не успевает так быстро пройти по этим каналам. Оно не успевает забрать это тепло, оно начинает локально перегревать детали в моторе. Да, это не происходит за один раз. Ну, типа, сейчас приехал, я ему 5.30 налил, он уехал. Сразу это ничего не произойдет. Это такой эффект снежного кома, он произойдет чуть-чуть попозже. Но обязательно произойдет. К сожалению, большинство у нас к этому параметру относится как «я всю жизнь на 5.30 ездил, ты меня тут не учи». Представьте, что такое создать мотор. Вот вы его собираете, да? Сколько деталей в моторе? Много. Очень много. Ну, там порядка 200 как минимум. Да, если повторяющиеся болтики не считать, если отдельные наименования, да, там около 200 наименований деталек получится. Вот представьте, каким надо быть умным человеком, да, чтобы создать механизм, который внутри будет одновременно работать, делать кучу процессов и при этом не ломаться. Это, естественно, очень умные люди, которые создают двигатели. И когда у тебя в аннотации, в книжке, на моторе, не знаю, под капотом написана определенная вязкость, не надо от нее отходить. Несмотря какой там пробег у машины, вообще плевать. Прикол в чем? В том, что чем старее становится мотор, тем ему еще сложнее работать уже на той же вязкости, на которой он работал. Почему, как думаете? Нарисую сейчас. Сейчас нарисую. Это стирающиеся маркеры? А то сейчас нарисую, потом на всю жизнь останется. Ну, как выглядит внутри поршневая, наверное, все же знают, да? Тут, в принципе, мотористом быть не надо, потому что вообще этому всему обучают в школе, да? То есть есть поршень, на нем что есть? Кольца. Под кольцами у нас что? Ну, так нарисую. Маслосливные каналы, да? То есть куда должно масло сниматься в том числе и охлаждать поршень изнутри тоже. Это я сейчас новый поршень нарисовал. Что с ним будет примерно через 3-4 года эксплуатации? Правильно. Здесь нагарчик, здесь нагарчик, здесь нагарчик, кольца подзабиты, да? То есть поршень уже здесь внутри чуть-чуть порос лаковыми отложениями. Ну, здесь у нас клапана, да, грубо говоря. Здесь нагарчик, здесь нагарчик. Что произошло с камерой сгорания? А? Ну, да, загрязнется. Она стала меньше. Что происходит, когда становится камера сгорания меньше? Ну, в первую очередь, не детонация, а степень сжатия повышается. Так как степень сжатия повышается, смесеобразование становится совершенно другим.
Но машина-то не рассчитана на то, что у нее степень сжатия должна была быть 9 условно, да, а резко стала 9,5, грубо говоря, грубо. У тебя смесь как лила, так и льет. То есть у тебя комп-то думает, что внутри все чисто, и все хорошо. Правильно, потом и детонация происходит, потому что неправильно воспламенение. То есть чаще всего вкладыши проворачивают по причине детонации. Многие винят масло или еще что-то. Да? 99% случаев провернутый вкладыш – это детон, который происходит здесь. У тебя поршень пошел вверх, происходит преждевременное зажигание, воспламеняется нагар и масляная пленка и начинает противодействовать поршню, давит на него вниз. А поршень-то идет вверх. Куда все давление пойдет? Через шатун, и первый примет на себя коленвал. Точнее, вкладыш. Его начинает поджимать, а так как под вкладышами у нас что? Ну, тоже масляные канальчики, правильно? Что с ними происходит? Они перекрываются, потому что вкладыш передавливает масляный канал. Здесь становится масляное голодание, вкладыш начинает тереться, перегреваться, и в конечном итоге происходит тух-тух-тух-тух-тух-тух. Приятный звук для моториста, ну, потому что для него это деньги. Классная история, да. Хозяину мотора соболезную, мотористу привет, работа подкатила, да, может в Таиланд даже съездить зимой. Беда в чем? Беда происходит в первую очередь вот здесь. Почему? Потому что за моторами неправильно следят. А переход на более высокую вязкость – это одна из первых причин. У тебя все масляные каналы рассчитаны были работать на вязкости 30, например. Да, на верхней вязкости 30. Ты думаешь, ну я проехал 100 тысяч километров, что уже дядя Серик сказал, надо там 10-40 наливать. Начинает лить 10-40. При одинаковой температуре, условно в 100 градусов, масло с вязкостью 40 будет гораздо более густое, чем масло с вязкостью 30. По это изначальному параметру. Все вот эти детали. То есть в моторе ни одна деталь друг друга не касается, правильно? Все верно. Мотор работает на масляной пленке, на масляном клине. Давление внутри мотора, компрессия и все движения создаются за счет того, что масляная пленка создает это давление внутри. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и так далее. Если детали друг друга коснулись, происходит что? Задир происходит, клин мотора происходит. То есть без смазки, поэтому двигатель не сможет работать. Но так как мотор у нас проехал энное количество времени, нагара стало много, вот эти каналы, они 5.30 уже не успевают через себя прокачать. Понимаете? Мы берем вязкость еще выше, и у нас проблемы начинаются еще больше. Может быть, не сразу. Сначала как будто жор уменьшается. По одной простой причине, потому что вот в этом месте увеличивается толщина масляной пленки, и кольцо как будто бы масло сюда вниз снимает. Классная история, жор уменьшился, типа вроде проблема ушла. Проблема никуда не ушла, потому что вот эти места перегреваются теперь еще больше. Вот это место теперь в нагреве сильно, потому что масляная пленка там не остается в том количестве, в котором должна оставаться. То есть начинается локальный перегрев поршня. Ну, цилиндр, когда видели, когда прикладка поршня, знаете же, да, что такое? Когда потертость цилиндра. Это в первую очередь расширение поршня и шатание поршня из-за его перегрева. А перегрев происходит из-за того, что неправильную вязкость используют в первую очередь. Жидкость не успевает, масло не успевает убрать за собой лишнюю температуру, забрать лишнюю грязь, охладить поршень, юбку его в частности. Ну, я не говорю уже про все остальные детали в моторе, которые есть. Самая основная деталь – это вот здесь, где происходит взрыв. Все потому, что мы перешли не на ту вязкость, на которую нам сказал инженер, создавший мотор. Это первая основная проблема. Но у нас наоборот, потом просто масло виновато, правильно? Вот это масло хреново, да, вот на том ездил, все было хорошо. Часто бывает при переходе с одного бренда на другой появляется одномоментный такой жор. И человек думает, что масло хреновое. На самом деле чаще всего происходит конфликт присадок, конфликт масляных баз. То есть свежее масло начинает устанавливать свои порядки внутри мотора, да? Начинает бороться с масляной пленкой, которая там перед ним осталась, потому что слить масло из мотора все невозможно. Ну, можно, только когда его разберешь, вот так в ванну кинешь паровую, чтобы помыть его, и все. В остальном другой бренд, другое масло начинает бороться с остатками предыдущего, да, начинает все это дело там смывать, смешиваются масла, ухудшается свойство свежего продукта, и часть масла может выгорать в самой камере сгорания, пленка может выгорать. У любого двигателя есть допустимый расход масла заводской, прописанный самим инженером. Да, инженеры перестраховываются, пишут, литр на 1000 километров это типа окей. Это и у Toyota написано, и у Mercedes, и у BMW, и у Chery, кого хотите, без разницы. Любую книжку откройте, там так написано. У любой жидкости есть свойство испаряться.
У моторных масел такое свойство тоже есть, оно называется параметр NUASC, то есть это, естественно, испарение продукта. То есть под высокими температурами часть масла начинает просто испаряться. В основном, при обычной стандартной эксплуатации автомобиля, если все у мотора в порядке, эта испаряемость никоим образом на щупе сильно не отражается. Вообще вот эти две риски на щупе, которые есть, это рабочий уровень масла. Все, что между ними, переживать не за что. Мотору масла хватит с запасом всегда. И если от замены до замены машина проездила, уровень с максимума до минимума упал, это естественный жор масла, вообще ничего страшного в этом нету. Бежать сразу, сломя голову, дескать, все, у меня проблемы с мотором и так далее, да не обязательно. Это, если понятно, вы собираетесь сейчас, вот у вас минимум стоит, и вы собрались в горы поехать, да, в Алмате, там, пошататься, попрыгать вот в таком режиме поездить, тогда, конечно, надо долить. В городском обычном режиме это сильно не требуется. Да, все, что ниже минимума, может создать проблему с масляным голоданием. Ну, если около минимума и высокие обороты, еще мотор стерпит. Но если произойдет где-то либо отлив или наклон, вот условно ты на минимуме выехал и решил по трассе 200 всадить, к примеру. И в одном месте у тебя сопка такая, ты пошел там вниз, а потом резко вверх, у тебя в поддоне отлив начинается. В один момент просто можно рискнуть тем, что у тебя маслоприемник воздух хапнет. И ничего хорошего не произойдет. А так, если после замены 4000 пробегов, по центру стоит нормально? Абсолютно. Ну да. Вообще ничего страшного, это рабочий. Он так поэтому и называется рабочий уровень. Поэтому мы вытаскиваем щуп, и в этих пределах масло работает. Хорошо владельцам новых автомобилей, у которых щупа нет, у них хотя бы голова не болит, они не вычерпывают масло каждый день из своего мотора. Он только сел, у него Мерседес написал, долейте литр масла. Четко, окей, литр долил, Мерседес говорит, уровень, окей, все. Остальные в большей степени масло по ходу из мотора вычерпывают. Каждый день зачем-то его проверяют. И удивляются, если там на миллиметр упал, все, паника, трагедия, беда, побежал ПЗМщику мозг парить, потом к мотористу за советом и так далее. Такая вот, сам в этой кабале плавает. Ну да, тот, кто купил себе свежий BMW, Mercedes, там нет щупа. Классно, человек голову себе не заморачивает. Он приехал, ему выставили, как говорится, по электронному уровню, либо сервисным щупом, да, на Мерседесе. Капот закрыли, сказали, езди, загорится, ну, еще литруха в багажнике лежит. Причем новые машины также прекрасно жрут масло. У нас у шефовского сына Mercedes AMG 43. Это банан новый. Поняли, да, такой? 4 литра, битурбо, гибрид, еще там с электричкой, всей херней. У машины пробег 20 тысяч, это падла жрет масло, если на ней всаживать. Но это нормально. То есть нету здесь трагедии, так и должно было быть, потому что сынок-любитель по трассе 250 поездить, ну а что хотеть? Это нормально, камера сгорания-то нагревается. Одно дело, когда ты едешь спокойно, у тебя температура выхлопа 350-400 градусов, да, показатель ЕГТ называется, exhaust gas temperature. Другое дело, когда ты начал всаживать, у тебя турбиночка хорошо греть начинает всю эту историю, она же выхлоп через себя гоняет, и у тебя ЕГТ под 900. Конечно, где это будет все? Оно же вот здесь происходит, на высоких-то оборотах-то вот здесь все. А? Там очень много процессов, влияющих на то, что нагрузка, температура растет у мотора, и, соответственно, на себя весь этот удар в первую очередь берет смазка. И удивляться тому, что что-то завтра сожрало, не надо. Вот я вообще никогда не удивляюсь, если даже новый автомобиль там подкушал масло, да, пожалуйста, на здоровье, приятного аппетита. То есть надо его просто туда отдалить. То есть это естественный угар масла. То есть есть такой параметр у масла в том числе. Он порядка составляет обычно 8,8-10%. Это то количество масла в моторе, которое в процессе эксплуатации может естественным образом испариться. Залили 5 литров, 500 грамм сожрало, это естественный угар масла. Плюс-минус у любого бренда. В зависимости от нагрузок, соответственно, да, и режима эксплуатации. Ну, второй момент, да, вот 4000 километров. Километр — это еще условная величина. Мотор-то не в километрах работает, да? На чем мотор работает? В моточасах. Ему абсолютно по боку, сколько километров проехал. Я вот на Халюксе раз 1015-16 меняю. А я в моточасах не выкатываю масло. Я по трассе езжу. За 16 тысяч километров я проезжаю 180 моточасов примерно. Ну, 200. Ага, да, только теперь я сейчас разницу расскажу. 180-200 моточасов. Масло, которое залито у меня, рассчитано работать в среднем 350-400 моточасов. Окей, делаем поправку на, как говорится, на ветер, на хреновое топливо. Пусть будет 300 моточасов. То есть у меня запас еще третий целый. То есть при таком раскладе я могу проехать 25 тысяч километров. Но машина города не видит, она едет по трассе. Она едет в одном режиме.
в одном количестве топлива пожираемом, да, нету постоянных разгонов, постоянных остановок. Самое сложное машине когда приходится? Двигателю точнее. С места тронуться. Ну тебе надо 2 тонны с места сдвинуть. Это самый сложный момент. Такой же, как тебе сначала надо поднять груз, это самое тяжело. А потом, вот когда ты с ним пошел, ты уже просто в одной нагрузке идешь. Когда ты с места все поднял, и вот этот первый шаг, особенно если это в гору, да, это самое тяжело. В машине все то же самое. В этот момент больше всего топлива расходуется, больше всего тепловой нагрузки, ну и, соответственно, больше всего не сгоревшего топлива. Ну и очень длительные прогревы. Кто-то думает, что я сейчас хорошо мотор погрею, ему будет хорошо. Ни черта подобного. Мотор готов к старту с момента, как вы его запустили, и потухла лампочка давления масла. Все на самом деле просто. На месте согреть мотор очень сложно. Вы смотрите на температуру антифриза. Антифриз что в моторе делает? Он забирает температуру. Если поставить 2 датчика рядом, цифровых, датчик температуры охлаждающей жидкости и масла, жидкость будет 90 градусов, антифриз, масло градусов 45, максимум с 50. То есть мотор еще не прогрелся. Но если вы сразу на нем поедете, только не всаживать, конечно, как пилот Формулы-1, а не торопясь, потихонечку. 3 минуты, мотор готов. Чем дольше мотор стоит на холостых оборотах и пытается себя согреть, тем больше он сжигает в себе топливо. И больше всего топливо не сгорает, попадая в масло. Да, то есть что происходит в момент, когда обороты подбросились вверх? Вот вы только с утра машину завели, обороты такие... Не, продувка системы это связано с выхлопом, это на Lexus 570-х на катализаторах стоят. Ну и на Range Rover'ах еще. С оборотами что происходит? Почему они так подскакивают? Да, почему они такие? Вот вы с утра машину завели, обороты такие 1500 или там 1800, и машина стоит, а потом упали. Что подогреть? Еще варианты? Надо камеру сгорания согреть сначала. Чтобы оптимальная была смесь образования, нужно согреть камеру сгорания. Она же холодная. Поэтому подскакивают обороты. Почему? Потому что холодный воздух, он плотный. Чем плотнее воздух, тем больше надо подать топлива, чтобы сжечь этот воздух. Так как камера сгорания еще холодная, она не может этот воздух согреть. Надо подать побольше топлива. Чувствовали, от машины бензина воняет? Особенно если катов нету, да, прям вообще страшно воняет. Правильно, потому что топлива льется очень много, и часть этого топлива улетает сюда, а большая часть попадает в масло, ухудшая свойства масла в том числе. Но мотор при этом сильно не прогревается. Да, обороты упали, это говорит о том, что камера сгорания согрелась. То есть датчик температуры выхлопных газов или лямбда-зонд прекрасно понимает, что смесь начала более-менее нормально сгорать, дает сигнал компьютеру, говорит: братан, топливо-ка зарежь маленько, обороты падают. Раньше мы что делали? На «Жигулях» кто ездил? Ну, я думаю, все, да, на них ездили? Для чего это делалось? Тоже, чтобы согреть карбюратор, да, то есть камеру смешивания, в первую очередь, в карбюраторе. И если бы мы подсос не вытянули, хрен бы мы куда поехали. Машина будет вот так вот делать всю дорогу. Сейчас за вас думает компьютер, он все прекрасно сам понимает. Достаточно запустить машину, пристегнуть ремень, настроить музыку, не знаю, закурить сигарету, поставить там на D или первый и поехали. Этого достаточно. Все современные масла рассчитаны для того, чтобы работать как в холодное, так и в горячее время. Да? А современная система топливного впрыска за вас сама все остальное сделает. Да, только не надо сразу на машине устраивать гонки. Естественно, мы греем машину в большей степени, чтобы в теплую тачку сесть. Давайте уж по-честному. Зимой, да. Зимой я грею машину, чтобы дочку свою посадить в теплую машину. Мне плевать на этот мотор, мне плевать на его износ, мне вообще по боку на машину. Мне надо, чтобы у меня дочка в теплой машине ехала. Это факт. Но вечером, когда я выхожу с работы, мне вот Денис не даст соврать, я просто выхожу, завел машину, там снег пока стряхиваю, покурил, постоял, сел, поехал, 2-3 минуты. Пока я доезжаю до разворота, где мне надо развернуться, это буквально там 500-700 метров, машина прогрета полностью. И при этом сожрала меньше топлива. Меньше топлива попало в масло, соответственно, масло спокойно прослужит гораздо дольше. Потому что топливо, попадая в масло, создает там очень-очень много нехороших окислительных процессов и, соответственно, ухудшает свойства самого продукта в целом. Ну, а человек, который, ладно, в Хромтау 5-8 тысяч километров, норм. Здесь средняя скорость высокая достаточно. Как думаете, средняя скорость в Алмате какая? Еще варианты? Это средняя скорость в Алмате. Любого автомобиля. Мы в пробках стоим.
Я еду больше 60, это только когда еду домой, а я просто за городом живу, я еду по трассе 100+, я живу за городом. Вот Денис живет только в городе. Я живу 36 километров от работы, ну, то есть мой дом находится. У меня на это уходит примерно в самый час пик, в пробке, час 20 примерно, доехать до дома. Денис живет 19 километров от работы и может ехать 2+ часа. Просто толкаясь в пробке, постоянно машина стартует, останавливается. А я-то что, на трассу выехал, наступил, поехал. Ну, мне до трассы, правда, доехать еще надо, но это мелочи уже. Средняя скорость. Масло, допустим, когда у тебя объем заливки примерно 4 литра, да, примерно 4 литра, рассчитано работать в моторе примерно 250 моточасов. При такой скорости средней, это сколько километров, как вы думаете? Ну, здесь, в принципе, не думать надо, калькулятор взять и посчитать просто. Я просто сделал. 200 на 12 умножьте. Вот столько я проеду на масле в городе Алматы. Ну, либо чуть-чуть побольше. Пусть 3 будет, да, там, с запасом, усредненно. 4 литра заливка масла. Почти все машины новые. Ну, малолитражки особенно. Акценты, Рио, Мрио там и так далее. Китайцы в том числе, да, то есть. А у нас люди сколько ездят? 7. В Алмате в том числе. И дай бог, чтобы кто-то 5 хотя бы ездил. Что потом происходит после вот этого пробега, если кто-то по пробегу привык до сих пор менять масло, да? Масло перестает правильно справляться со своими задачами. Грязь за собой не уносит, потому что она все наполнилась. Ну невозможно сюда в 4-литровую канистру 5 литров масла налить. Невозможно в 4 литрах масла удержать столько грязи. Естественно, грязь где потом вся остается? Тут-то, тут-то. И не только. Везде, на всех деталях начинается нарост шлака, грязи, лака и всего-всего остального. Человек думает, ну я же не доездил еще в километрах. Ну, правильно, в километрах не доездил. А в моточасах ты уже переездил 10 раз. Естественно, потом моторист мотор открывает, тут капец уже, все, мотору хана, там чистить уже нечего. Я уже не говорю о том, что при таких пробегах, да, там увеличенных, то есть в нашем городе 5000 километров это уже увеличенный пробег на самом деле. Мало кто использует химию для промывки моторов. То есть я максимально рекомендую всегда это делать. Сам это делаю на всех машинах. Заливаю химию, и он на ней прекрасно стоит, минут 20 работает. Не промывочное масло, а специальную химию. Присадки, промывки, как хотите, так и называйте их. То есть что происходит в этот момент? У масла уже щелочное число упало, все, оно вся грязь не может уже столько удержать. Это, во-первых, раз, правильно? И очень много масла остается внутри мотора. Факт, да? Что делает химия? Ну, особенно качественно, да, я не говорю там про химию, которую карман вымывает, я про качественные продукты. Она, по сути, это та же самая химия, что у вас и так в моторном масле есть. Это в основном присадки для того, чтобы поднять щелочное число, чтобы можно было за собой остатки грязи растворить, забрать и удалить из мотора. Обычный бытовой пример. Вы поели борща, не знаю, там сорпа, то есть неважно, суп, короче. Вы борщом тарелку от супа промываете? Или нет? Ты поел только что борщ, да? Все. Чтобы тарелку очистить, ты ее борщом моешь или все-таки ферри и вода? Ферри и вода. Моторное масло не рассчитано никого отмывать. У него нет такой задачи. У моторного масла есть основная первая задача – это держать в себе грязь, не позволяя ей скопиться в моторе. Но когда происходят лютые перекатки, да, то есть нарушение режима смены моторного масла, грязь начинает там оставаться. Масло свежее отмыть эту грязь не может и не будет этого делать, потому что нету такого расчета изначально, оно не должно этим заниматься. Этим должна заниматься химия профессиональная, да, то есть когда тебе надо отмыть много грязи. Ну да, либо понятно, ты можешь несколько раз очень часто поменять масло, что тебе затратнее выйдет по факту. Ну что дешевле, бутылек химии за 5-6 тысяч тенге, да, или канистра масла за 25 тысяч тенге? Ну, наверное, бутылек химии все-таки, да. То есть многие боятся, да, что химия, там сейчас налью, короче, что-то там застучит, что-то там провернет и так далее. Слушай, ничего подобного. Почему? По одной простой причине. Во-первых, эту химию тоже инженеры разработали, да, не глупые люди. То есть в правильной ее дозации, в правильном ее использовании, да, по инструкции ничего там не происходит. Что еще раз? Она не то чтобы хавает. За один раз отмыть мотор невозможно.
Ну, если он зарос особенно, то есть невозможно. Она начинает пластами растворять. Когда масло сливаем, поддоне остается все равно. Грамм 40, Конечно. 200. Ничего страшного. Вот, Да. залили химию возьмем. Так, Вот. Он же на стенке шлак остается. так. Он полностью, поддоне же потом остается же, и шлак. А химия, я объясню, да. То есть любая химия промывочная, она сделана на базе ацетоновых компонентов. Ацетон под температурой прекрасно выветривается, ее там больше не остается. Это ее Не особенность. ацетон, если грязь он смыла, она в поддоне остается. Машину заводим. Вот вы просто чуть-чуть опоздали, к сожалению, да? То есть мы когда приезжаем сюда, стараемся поделиться знаниями, да? И не теоретическими, а в первую очередь практическими. Ну, я ребятам просто рассказываю, я думаю, уже, ну, есть маленькое доверие, да, что я не начитался просто книжек, а что я сам всем этим занимаюсь постоянно. Что делает химия? Чуть отъехали от темы масла, но тем не менее, да? Я сейчас даже, Дэн, притащи чемодан по-братски. Ну, раз пошла такая пьянка, раз пошла такая пьянка, доставай всю закуску, короче. Я сейчас на пробирках покажу, что делает химия, чтобы стало понятно вживую. То есть вторая задача химии – это разжижить масло. То есть, во-первых, увеличить объем жидкости внутри мотора, первое, да? То есть этим объемом жидкости много грязи вкапливается в себя теперь. Ну, было 4 литра масла, да, стало 4,5 литра масла, к примеру. Объем жидкости увеличился, значит, способность масла удержать грязь в себе тоже увеличилась, правильно? Плюс за счет химикатов поверхностные слои грязи начинают растворяться, и масло в себе начинает удерживать эту поверхностную грязь. Второй момент, она его разжижает. Условно у вас было залито 5,30, совместно с химией у вас теперь стало условно там 5,20, 0,20, неважно. Гораздо более жидкое масло. На холостых оборотах абсолютно ничего страшного, никуда давление не упадет, ничего там не задерет. Почему? Потому что нет высокой нагрузки, чтобы создать огромное давление, которое потребуется мотору. На холостых оборотах абсолютно все по боку, я даже наоборот обороты приподнимаю немножко, там, 1200-1300, чтобы дополнительный поток жидкости создать, именно давление. Далее, за счет того, что масло стало более разжиженным, она, соответственно, легче стекает из поддона. Грамулечки, которые там остаются в поддоне там, когда масло жиже, чем должно было быть, они прекрасно туда удаляются. Те 20, 30, там, 50 пусть грамм, которые осталось, абсолютно ничего страшного, ничего они не забьют по одной простой причине. Химия кусками грязь никуда не отрывает, как многие думают, да, что она сейчас попадет туда и кусок грязи мне сразу оторвет. Ну, во-первых, если там уже кусок грязи в моторе появился, уже есть проблемы с мотором, и там химия уже не особо поможет. Вот. Во-вторых, химия не умеет отрывать грязь с металла. Да, Арман, надо было оставить, душновато, надо было оставить. Она не мешает, что улица открыта, плевать. Да, я сейчас просто на таком боевом примере покажу, как это происходит, да, то есть урок химии небольшой, чтобы было наглядно понятно. Используем парочку пробирок. Вернемся в школу практически. Да, это специальный демо-бокс, который демонстрирует, с помощью которого я, точнее, демонстрирую такие моменты. Потому что мы еще параллельно химией занимаемся, да, соответственно, я все это тоже могу показывать. То есть мы сейчас не по ней приехали, но раз, говорю-то, пошла такая пьянка, почему бы нет? Обычная отработка. Не устраивает моя, можете здесь любую мне дать, в принципе. Это, я не помню даже, что за масло было. Не суть, я просто на ПЗМке подошел, вот так с поддона прям слили мне и все. Когда кончается, просто на СТОшках прошу сделать. То есть сейчас имитирую обычную, типичную замену масла, которая обычно происходит на всех ПЗМах. А может быть этот стаканчик какой-нибудь одноразовый, чтобы сливать грязь? То есть обычный мотор. Одноразово? Да, да, одноразовый, чтобы не жалко было его выкинуть. Не, любой. Это просто для сливок, для самого вкусненького. То есть типичная история с любым мотором. Я его замараю сейчас. Понятно, здесь сейчас нету температуры, давления, я не могу это сымитировать, поэтому это всего лишь такая базовая история, показать, как вообще работает сама химия. Имитирую обычную историю, когда человек приехал, грязное масло, мы его просто сливаем. Вот настолько, насколько возможно. Вот он стоит, мы там подули в него еще что-то, да, вот потрясли там, как в туалете последние 2 раза. В принципе, вот он мотор. Все верно, много масла осталось на стенках, правильно? Да. Правильно.
Обычно что происходит? Берем свежее масло, это обычная моторка. Если есть сомнения, можно сдать любую канистру. Я даже понятия не имею, что здесь налито, не помню, честно говоря, просто. Здесь важен принцип. Здесь могу поклясться, никакой химии в этих маслах нету. То есть это обычное масло с канистры. Все, мы меняем масло, налили масло в мотор, завели его, поехали. Это свежее масло теперь. Ну да, стеночки почище стали, да, масло в себя начало забирать. Но учтем, что это стекло гладкое, да, здесь нету хона, здесь нету за что зацепиться, здесь просто гладкое стекло. Но это свежее масло, вот я при вас только что его налил, вот оно вот такого цвета. Теперь сымитируем эту историю, как будто бы все-таки мы заморали пробирку, да, и использовали химию. Единственное, что я сделаю как, я сейчас солью масло, там пару капель химии кину туда, потому что 15 минут трясти пробирку вряд ли кто-то захочет смотреть на это, и я не хочу этим заниматься. Но и нагревать до 100 градусов я тоже не хочу, пальцы мне чуть дороже. Я просто замараю пробирку, также налью туда грамульку химии, да, быстро потрясу и быстро вылью. То есть для понимания, то, как жидкость в малом объеме забирает за собой грязь, которая есть внутри мотора. Можно и налить ее сюда, просто мне надо будет стоять, ее греть, трясти, соответственно, ну а сымитировать работу мотора я все равно не смогу. Потому что я не смогу сделать температуру высокую, я не смогу давление создать в конце концов, ну и время работы. Принцип тот же самый. Я вот просто солью. И просто сейчас налью сюда грамульку химии, сразу вылью ее и налью свежее масло. То есть буквально в небольшом количестве. Стойте. Тоже имитировать не буду 20 минут работы. По-быстрому вот так все сделаю. То есть уже жидкость, да, жидкая. Там остатки-то масла было, то есть пропорционально там. Я капнул, 1 миллилитр только что налил. То есть вот эта пластиковая фигня, это 2 миллилитра, я не полностью ее заполнял. Ну и все то же самое. Это очень быстрый такой показательный тест, да, то есть, ну, который ярко показывает, да, что теперь свежему маслу гораздо легче в моторе. Да, часть грязи есть, невозможно за раз отмыть. Но при всем при этом метод один и тот же. Вот поэтому химию я всегда до 6 литров масла рассчитываю. Да. Ну, то есть, когда в 4 литра еще лучше. То есть, я сейчас сюда налил бы вдвое больше химии, пробирка была бы вообще кристально чистая. Но даже на стенке можете посмотреть, они чистые. Здесь с примесями жировых грязевых отложений. И само масло. Во взвесе грязь какая-то есть, но в данной ситуации видно, да, всем? Вот так это и происходит в моторе. При всем при этом никакого вреда ни вкладышам, ни металлам, ничему происходить не будет даже моим рукам. Я без перчаток это делал. Это я, конечно, опять, тут вопрос про качественные продукты. Потому что есть много химии, которая промывает карман, к сожалению, но не мотор. И может еще и навредить. То есть, ну, я бренда не буду называть, у меня нет такой привычки. То есть пусть это остается моими сказками, там уже второй момент. Частая история бывает, да, то есть чуть-чуть от масла, еще параллельно за химию туда, да, сразу пообщаемся. Ситуация, когда пробивает масляный прием, теплообменник, масло попадает в антифриз. Бывало? Да, то есть там происходит беда такая, что, к сожалению, антифризом и горячей водой масло смыть невозможно. Оно все равно там останется. То есть лимонная кислота, дедовский метод, классно, но лимонная кислота пагубно на алюминий влияет, очень пагубно. Она его крошить начинает. То есть вроде бы вымыло, вроде бы чисто, но разрушается химическая структура алюминия. Поначалу это не сразу заметно, потом он начнет сыпаться и, соответственно, ну, где-то детали очень сильно пострадают. Я уже не говорю про резинки и все остальное. Кто-то Кока-Колу использует, ну, типа крутой метод, но тоже ничего хорошего, потому что там сахара и все остальное, это внутри мотора остается. Масло вроде забрало, а сахар не забрало. Я могу также сымитировать эту историю. Возьму пробирку, водичка, вот обычная вода, ну вместо антифриза пусть будет.
Почему? Ну, душно просто чуть. То есть типичная система охлаждения в данной ситуации, она чистая, да? Ну, мы что сделаем? Пробьем теплообменник. Ну, типа Chevrolet Cruze у нас какой-нибудь там. Все знают, кто-то сталкивается. Ну, да, да, без разницы, любая система охлаждения. И замараем эту историю полноценно. Если еще как-то радиатор можно промыть, бачок Volkswagen вы хрен промоете. Chevrolet вы тоже бачок не разберете, не промоете. То есть невозможно. Просто без чего-либо. Вот она, типичная история произошедшего. Можно сколько угодно его сейчас водой мыть, греть, там еще что-то. Ничего не поможет. Ну вот опять вода, да, например. Хоть затрясись. Вода вообще нейтральная, и антифриз нейтральный, они не имеют свойства отмывать жиры. А масло это жир. Все равно вон, все в масле. Да, вот здесь масло, тут масло. Что в этой ситуации вообще правильно делается? Сначала меняется деталь, которая масло туда пропустила. Далее сливается вся жидкость, которая там была. Заполняется система обычной дистиллированной водой. И используется специальная химия, которая хранится в разных бутыльках. Ну, в данном случае я покажу на примере химии Protec, да, то есть К1, К2. Два разных состава. Почему они хранятся вместе? Потому что они сразу вступают в химическую реакцию. Поэтому это два отдельных бутылька. Они в паре продаются только. То есть залили систему, открыли химию. И просто взяли эти два бутылька, тупо перевернули в радиатор, там, в расширительный бачок. Ну, неважно, главное, чтобы попали непосредственно в систему охлаждения. Запускаем машину, и пусть стоит час-полтора, просто работает сама по себе. Уже видно, да, что что-то происходит там. Она причем тепленькая стала. Потому что химия начинает вступать в реакцию с жировыми отложениями в том числе, то есть соединяясь между собой, начинает уже отмывать стенки. Часа полтора не буду трясти, можно? Ну, по-братски. Жидкость гонять туда-сюда. Почему полтора часа? Потому что машина должна открыть термостат, закрыть термостат. Можно, конечно, с термостата удобно снять. Снять его вообще, чтобы по всем контурам просто жидкость гуляла. Ну, если это легко доступно сделать. Если это какая-нибудь Toyota, два болта открутил, выбросил, закрутил туда. Если это что-нибудь типа Volkswagen, у тебя ничего не получится. Он еще электронного управления, поэтому там мотор сразу скажет: алло, я запускаться не буду без него. Ну, то есть уже ситуация улучшается. Дальше вся эта клоака сливается, насколько это возможно. Заливается на раз просто водичка. Система на раз промывается. И просто заполняется свежеохлаждающей жидкостью. Ну, магия, что уж скажешь. Очень удобно. Вам не надо ничего делать. Вам надо просто два бутылька залить в систему охлаждения и больше ничего не делать. Остальное за вас вот эти 500 грамм жидкости сами все сделают. Мелочь, которая позволит вам зарабатывать деньги, уменьшив проблемы. Влияние на алюминий никакое. У меня пальцы не отслоились. То есть немецкая химия чем всегда отличается? Тем, что она в первую очередь разработана с точки зрения безопасности для человека. Это основной принцип немцев. Поэтому я всегда работаю без перчаток. Конечно, лучше работать с, ну, если у кого-то кожа чувствительная. Но у меня моей кожи похеру, извините за выражение, поэтому я не сильно заморачиваюсь. За столько лет, сколько раз я это показывал, у меня на пальцах ничего не поменялось. Но при этом, говорю, пробирочка чистенькая. Вот. Такие же промывки есть и топливные системы, дизельные, бензиновые машины. И куча еще всего. Если знать, как правильно работать с химией и правильно с ней работать, это поможет продлить жизнь любой техники. В том числе, с точки зрения коммерции, поможет вам увеличить средний чек вашей компании. Ну, что тоже немаловажно, потому что мы здесь все для чего собрались? А? Зарабатывать мы собрались с вами. Не знаю, вы про что, а я хочу домой в конце месяца деньги приносить. Вот, да, я ее сейчас вам тут не впариваю, я даже про бренд ничего не рассказывал, я вам просто показал. Вы можете эти эксперименты ставить сами сколько угодно, брать всех брендов. Я их все перетестировал, не буду говорить, какие плохие, какие не работают, какие хорошие.
Ну, я считаю, это некорректно, да, с моей точки зрения будет. Все скажут, пропихиваешь свое дерьмо. Поэтому я просто ничего не буду говорить про другие бренды. Вот. Дальше вы можете выводы делать сами уже путем простых экспериментов. Все, что нужно. Пробирка, чуть-чуть времени и чуть-чуть понимания того, что ты делаешь. Это такая же история, как история с промывкой топливной системы. Да? Ну да, классно, он есть для форсунок стенд. Бак снять можно, помыть. А магистрали вы как помыть топливные? Никак. Ни один шомпол еще не придумали, который может пройтись по топливной магистрали и ее почистить. Во всех ее углах, во всех ее поворотиках, заворотиках, подъемах, спусках и так далее. Посмотрю, у меня бензин есть? Нету сейчас. Чуть-чуть бензина есть. Здесь есть бензин какой-нибудь? Арман? Есть бензин? Не, ну вдруг чуть-чуть где-то там в бутылочке налит, просто мало здесь, я тоже хочу. Пойдет, как раз. А мне чистый, в принципе, не нужен. Да, сейчас аккуратненько я налью. Мне много не надо. Настоящий, местный. То есть, что я хочу сымитировать, да, типичную историю в любой топливной системе. Что чаще всего в топливной системе появляется, особенно в бензобаке? Вода. Как она там появляется? Конденсат, все верно, в первую очередь. Понятное дело, на бензоколонке тоже ослиную мочу налить могут, но в первую очередь это... Ух, какой он вонючий, пипец. В первую очередь это конденсат. Как его оттуда удалить-то? Ну, обычный дедовский метод, кто-то может скажет. Спирт? Сейчас нальем. Спирт надо в себя наливать, конечно, но мы в пробирку нальем. Да, сегодня не пятница, поэтому вода, вотер, можно с бутылки налить, без разницы. То есть что происходит в бензобаке? Правильно, плотность этих двух жидкостей разная. Смешать их не получится. Моментально происходит отслоение, вода все равно резко падает вниз. За счет пузырьки в бензине воды держаться не могут. Так как она лежит внизу, она там лежит чаще всего в постоянной основе, потому что топливный приемник стоит несколько чуть-чуть повыше. Беда в чем в наличии воды? Ну, в первую очередь, это коррозия, да? То есть, ладно, бак бывает пластиковый, типа, что там коррозия? А бензонасос? Лопасти металлические чаще всего. А топливные магистрали? Тоже металлы. Я уже не говорю про иглу на форсунках и так далее и тому подобное. Да? То есть деталей очень много, где вода наделает делов. Чаще всего, да, дедовский метод – спирт. Это медицинский спирт, обычный, купленный в аптеке, которым протирают попу, когда ставят укол. Ну, в принципе, 95-6% спирт. Я его налью сюда. Первое, что происходит со спиртом, это я еще как автоспортсмену скажу, он начинает смешиваться с бензином. Еще даже не долетев до низу. Ну да, мы его замешаем теперь. Сымитируем, что потрясли бак, машину и так далее. Дальше что происходит? Происходит отслоение воды все равно. Получается водка. Если спирт еще в отдельности горит в камере сгорания, еще и снижает температуру камеры сгорания, то водка не горит вовсе. Вот он ваш весь спирт. Воды сколько было? Вот столько? Теперь стало вот столько. То есть ничего сильно-то не поменялось. Но беда в том, что спирт теперь еще и в воде позволяет цепляться за стеночки. И эта вода начнет оставаться во всей системе топливной системе. Вот. Чтобы этого всего избежать, то есть профилактически надо пользоваться химией. Не так, что пользоваться, когда уже все встало, все отвалилось, да, уже там, кроме как разобрать, ничего не поможет. Любая химия – это в первую очередь профилактика. Ну, я всегда говорю так, кремом для рук сломанную кость не получится исправить. Да, то есть надо гипс, там, хирургическое вмешательство. В машине то же самое. Просто химией исправить проблемы, которые есть в автомобиле, невозможно. Иногда даже можно навредить, если там уже совсем все хреново. И, возможно, ваш двигатель или там трансмиссия работала только за счет грязи. Давление за счет грязи создавалось, да, то есть за счет ее количества внутри.
Вы систему промыли, там, не знаю, масло в коробке поменяли, коробка встала. А жила она до этого только за счет того, что там была грязь. Ну, коробке уже хана было. Вопрос было момента, просто когда это произойдет. Бывает, что раз и произошло, и совпало, что это совпало у вас. И причем неважно, какое масло, да, там, условно. Топливная система тоже обычно прибегает. Attention, машина дергается, машина не едет, надо что-то делать, там, и там форсунки уже такие заклинившие давным-давно. Если человек своевременно будет обслуживать свой автомобиль, хотя бы профилактически раз, там, хотя бы в полгода использовать химию в системе, то с машиной ничего происходить не будет. Конечно, те, кто чистит форсунки, спасибо не скажут, наверное. Работы поубавится немножко. Придется переквалифицироваться. Такая же вода. Даже чуть в большем количестве. Ну, это не важно. Попробовал также замешать. Ничего не получилось. Вода упала. Вот. Ну, в этот раз теперь я возьму просто химию для чистки топливной системы. То есть в красными крышечками это бензин. Желтыми крышечками это дизель, это бензин. Ну да, это я думаю потом уже еще Арман захотите покажет, да, то есть потому что химии очень много. В данном случае это просто то, что можно очень быстро показать, как это очень быстро работает. Некоторую химию, к сожалению, мне сложно показать, допустим, как пену для чистки катализаторов. Спецпена для чистки катализаторов. Я не могу ее на пробирках, к сожалению, показать. Ну а возить с собой катализатор загрязненный, к сожалению, не имею возможности. У меня его нет просто. В этот раз я добавляю химию, то есть этого бутылька, он рассчитан на использование примерно до 80 литров топлива, ну то есть полный бак. Если бак меньше, то еще лучше, концентрация выше будет. Заливаю просто перед заправкой бензобак, заливаю сверху топливо до полного бака. Далее происходит, во-первых, смешивание за счет потока бензина, во-вторых, потом машина начинает ехать. Ну и, соответственно, внутри все это бултыхается. Видно, да, цвет меняется как? Происходит реакция, большая часть жидкости смешивается с бензином. Это все горит, мы можем на улице выйти, поджечь прекрасно. То есть при том, что эта химия, она является еще октан-корректором. То есть она несколько корректирует октан, то есть как приподнимает своего рода октан-бустер. Для чего? Чтобы эта жидкость легче горела. Неизвестно же, сколько у вас там воды внутри, правильно? И еще оставляет на стенках смазку. Смазку для топливной системы. Топливная система должна всегда смазываться. Топливный насос, лопасти должны смазываться. Форсунка должна смазываться. Когда топливо дерьмовое и сухое, назовем его так, у тебя как раз таки начинается износ внутри системы. Со временем, по чуть-чуть, когда она постоит, часть воды начинает выпадать, ничего страшного абсолютно в этом нету. Первое же движение, она опять раз, и все, смешалось. Она связывает. А? Да нет, конечно. Откуда вообще придумали вот эту байку про сгоревшие клапана? Ну, понятно, это «Жигули» когда-то отцы придумали, потому что авиакеросин лить начали в них. Ну, он просто бесплатный был там у соседа, потому что он на авиабазе работал. И у «Жигулей» клапана гореть начали. Все думают, что если я сейчас налью 98-й бензин, у меня сгорят клапана. Тут придумал вообще. Октановое число, говорит, чем выше октановое число, тем лучше бензин сопротивляется детонации. Значит, можно вашему компьютеру топливную смесь регулировать так, чтобы делать зажигание более раннее, чтобы детонация не будет происходить. Вот и все. Никакие клапана никуда не сгорят. Это происходило, сгоревшие клапана у жигулистов, когда они лили керосин. Зажатые клапана, керосин и прочие все проблемы. Трамблер выкрученный на очень раннее зажигание. Ну и, соответственно, качество самих клапанов у «Жигулей». В современном автомобиле это не страшно. А у меня спортивный мотор на родных клапанах, ну GZ. Прекрасно работал на гоночном топливе с октановым числом 116. И ничего ему не было. Клапана выдерживают прекрасно. А еще есть у нас впрыск спирта. То есть аквамист называется, когда в впускной коллектор совместно с топливом впрыскивается чистейший метанол, либо спирт. Для чего? Для того, чтобы температуру выхлопа уменьшить. Потому что спирт прекрасно горит, но он очень сухой, его нельзя в системе оставлять. Гоночные машины вообще на спирту ездят многие. Топливо Е85 называется. Это 85% спирта и 15% бензина. Бензин создает смазку.
Спирт создает горение и более низкую температуру выхлопа. Но все это надо настраивать. В обычную машину это нельзя заливать. Она сдохнет просто. Она не сможет на этом поехать. Это вот касаемо химии. Такой интересный по-быстрому тестик. Понятно, да, теперь, как работает химия? То есть я всем рекомендую ей пользоваться, я сам ей пользуюсь. Вот мой боевой конь стоит, там 45 тысяч пробега сейчас. 3 раза уже машина химией мылась. При каждой замене масла. Я не говорю про свои домашние новые машины, там это вообще на регулярной основе. У меня одна машина Черри, она у дилера даже на химии стоит на промывке. Вторая машина Чанган, она тоже стоит постоянно на промывках. И причем ни один дилер меня с гарантией снять не может. Потому что химия вся сертифицированная и может использоваться в любой технике. Ну и плюс этот бренд, ну в частности Blue Chem Group Protec, да, это производители оригинальных присадок BMW, Mercedes, Volkswagen и еще большому количеству производителей, у которых есть свои линейки, химия для чего-либо. Вот. Ладно, вернемся. Тормозные диски в смысле? Или тормозную систему надо тормозной жидкостью промывать. Все. А там ничего не надо, там просто тормозной жидкостью это промывается. То есть я думал, ты в смысле для промывки деталей, то есть тормозные диски там и так далее. Это очиститель спиртовой, такое есть. Вот, быстренько вернемся в обратку, а то чуть отъехали от темы. Но в принципе оно все между собой связано. Вот, единственное, у нас чуть времени немного осталось, но я думаю, мы сейчас чуть-чуть быстрее пойдем. Вот теперь группа базовых масел, да, то, из чего масла делаются. То есть, чтобы было четкое понимание и, в конце концов, понимание, как клиенту объяснить, да, что с чем едят. Существует 5 видов групп базовых масел. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Ну, логично. Первая, вторая группа базовых масел считается минеральной. Третья, четвертая, пятая группа базовых масел считается синтетической. То есть, что значит синтетическая? Это значит, что она сделана не из чего-то космического. А? Это все сделано из нефти. У нас все из нефти сделано. Вот этот стул, эти часы, компьютер мой, еще много всего. Даже одежда на нас, имея нитки какие-то синтетические, сделаны из нефти в первую очередь. А синтетика почему называется? Потому что процесс синтеза. Очень много процессов синтеза происходит для того, чтобы улучшить свойства продукта. То есть химического синтеза с применением чего-либо стороннего. Первая группа базовых масел, масла селективной очистки, да, то есть, ну, по сути, это самые дешевые моторные масла. То есть, сейчас это пока база, это еще не готовый продукт. Я объясню сейчас на обычном бытовом языке, сначала чуть-чуть химического, а потом быстро на обычный бытовой язык. Вторая группа базовых масел – это чуть более чистые масла, гидроочищенные масла с применением воды в том числе, да, то есть это гидрокрекинг в том числе. То есть гидровода, крек, делить. Вода помогает отделить масляную базу от примесей, от лишних водородов, от лишней серы, загрязнений и так далее и тому подобное. Третья группа базовых масел, высокоиндексные масла, уже считаются синтетическими, потому что применяются дополнительные процессы химического синтеза, чтобы базовое масло сделать еще более чистым. Четвертая группа базовых масел, полиальфа-олефины или по-другому ПАО. Ну, может, надписи такие на банках когда-то встречали, да. То есть эта основа чаще всего делается из начального состояния бензина, нафты. То есть из этой нафты потом получается вон бензин и базовое масло в том числе. И пятая группа базовых масел, сложные эфирные эстеровые масла, очень часто делаются на основе растительных компонентов. Это и растительные подсолнухи. Вот прикиньте, подсолнухи в моторных маслах. То есть объясню сейчас дальше почему. Теперь, чтобы понять просто на обычном бытовом языке и донести его до клиента, чтобы объяснить, почему же одна канистра 15 тысяч тенге стоит, а другая там 30 тысяч тенге стоит. Хотя вроде бы там 5.30, тут API написано, да, там SN, не SN, ну грубо говоря, да, есть определенная надпись. Представим, что сейчас будем готовить блюдо. Бешбармак все знают, как готовится? Все, да? Ну и готовили, наверное, неоднократно. С чего все начинается? Ну, вообще с воды. Ну да, первое мы наливаем в кастрюлю воду. Или в казан. Или там в посуду, короче. Вода разная может быть? Вода может быть разной? Ну, может быть. Конечно, может быть. Конечно, второй компонент, основной – мясо. Но мясо это мы просто сказали как мясо. А оно какое может быть?
говядина, баранина, конина, да, то есть, Еще от возраста есть. о, правильно. Может, ты утром поехал, только что бычка вальнули, только его еще горячее привез с собой, да? Потратил время, съездил, трудозатраты, бензин. То есть не с морозильника достал, который полгода там лежит, а такой, не, я хочу вкусно. Сел на машину, грел ее зачем-то 30 минут, тратил бензин, поехал в Актюбе, потому что там мясник самый лучший, например, да, там. Короче, потратил много времени, денег и всего остального. Начинаем варить мясо. Через сколько мясо готово к употреблению в пищу? 30 минут максимум. Оно невкусное будет, но съесть его можно. Оно съедобное будет. Оно жесткое будет, недоварившееся как-то, но оно будет съедобное, готовое к употреблению в пищу, человек ее переварит. 2 часа, уже лучше, да? 4 часа, вообще бомба, да? А если бульон два раза сделать, да, то есть первый бульон слить, на втором бульоне варить еще, и бульон будет прозрачный, как слеза, да? Это я к чему все объясняю? К тому, что при одинаковых ингредиентах, а это тесто, мясо, лук, там картошка, блюдо вроде бы называется одинаково, но это блюдо можно сделать абсолютно по-разному, с разной себестоимостью, правильно? Самый лучший беш это какой беш? Ну это логично. Конина. Хаза, да? Тесто вручную тебе деньгишко накатало вообще, чтобы идеальное было, правильно? На казане варили, на дровах это еще делали. Всю дорогу мешали, сидели рядом, душу вкладывали. 2 одинаковые тарелки беша стоят. Одно сделано, вот достали говядину, 2 часа, микроволновка, как говорится, это самое, жайма с магазина, себестоимость 5000 тенге. С казы, там туда-сюда, сколько себестоимость будет? Ну не 5 точно, да? 15-20 тысяч у тебя эта тарелка получится. Вот в масле то же самое. При том, что вроде называется одинаково, беш пармах. И там, тесто, мясо, лук, все дела. Вроде, как говорится, не соврали, все одинаково, да? Но технологии разные. Уровни технологий разные, масляные базы разные. 5-я группа, допустим, это хазы. Это вот сверху еще, как говорится, в бешеном хазы, мазы, все дела, там еще сюрье, да, все это красиво разложили. 4-я группа, да, это вот как раз, пусть назовем это кониночка, да, вот, которую только вот с базара привез, сварил, жая, вот эти все дела. 3-я группа это свежая говядина, тоже прям свежачок, условно. 1-я группа это уже, как говорится, такой самый джай, по-быстрому беш, то есть быстрый беш я это называю. Когда срочно гости приходят, а тебе срочно надо беш поставить, но времени на вот это все нету. Ты с морозилки резко мясо достал, резко его в воду кинул, быстро это попытался, как говорится, отогреть, согреть, сварить. Ну, то есть, типа, часа за 3 управился. То есть, премиальные масла делаются с 3-й группы базовых масел и выше, чаще всего. Более дешевый сегмент, да, то есть канистра, когда там в розницу уже 15 тысяч тенге за 5 литров стоит, ну, это вот здесь играется чаще всего. Ну и, соответственно, надо понимать, да, чем выше уровень базовых масел, тем они лучше работают внутри мотора. Нет, плохих масел нету, все масла хорошие. И то, которое 1000 тенге за литр стоит, и Газпром вообще уважаю, классный продукт на самом деле, ну там Автол, например, но за свои деньги. Вот он стоит 600 тенге за литр, не надо от него ждать, как говорится, что он будет прекрасно работать с новой BMW, да, это не получится. Но в старых «Жигулях» он будет работать хорошо. То есть все бренды хорошие. Корейские, сингапурские, французские, американские, российские, неважно. Все хорошие ровно настолько, насколько они стоят. И ровно настолько, насколько инженер вложил изначально инженерные мысли в этот продукт. Вот так понятнее? Эту историю про беш можете любому клиенту рассказать, он сразу поймет. Причем это классный психологический прием. Ты же всегда захочешь лучше беш похавать. По факту. И будешь стараться понимать, так, мне, короче, вот сейчас в воскресенье гости придут, мне надо это заранее для беша все приготовить, да? Ты уже заранее бюджет приготовил, понимаешь, что ты сейчас на базар поедешь, 30 штук оставишь там по-любому. Казы купишь на 10-очку, конину сверху там 8 да, там муку, ну, короче, 30-ку ты уже морально готов. Ты же морально не готов, что ты сейчас гостей накормишь самым дешевым бешем. Если, я не говорю про экстренный случай. Экстренный случай, понятно, резко все сделал, залетел, или там в трассе тебе, не знаю, там, не дай бог, поддон пробили, ты его заклеил, тебе что-то налить надо. Это вот экстренный беш будет.
Но когда ты заранее готовишься к замене масла, первый раз, может быть, да, ты историю, когда пробежишь, расскажешь клиенту, он такой, блин, потому что он 15 тысяч же приготовил. Он говорит, не, у меня все-таки нету денег. Он 15 оставит. Но если вот ты ему эту тему психологически расскажешь, в следующий раз он через полгода где-то масло менять придет, правильно? Плюс-минус. Вот он уже психологически не захочет ничего другого, кроме как лучшее для себя. Потому что и тема проказа работает. Я это уже 1000 лет раз рассказывал, 1000 раз проверял лично. Человек психологически готовится к замене масла и уже откладывает 30-ку. И в следующий раз он приезжает и говорит, братан, нет, давай все-таки это, что-то лучшего захотелось. Это психология, она тоже работает на самом деле, работает очень хорошо. Со всеми практически. И женщины, и аташки, агашки и так далее. Понятно, да, когда совсем бедственное положение, да, человек там на последние деньги живет, да, он будет хотеть этого, но не будет себе позволять этого сделать. Но сейчас у многих на самом деле есть Каспиреды, да, то есть, да слушай, лучше эту замену на 3 месяца размажь тогда по деньгам, реально. И разом не напряжешься. И в течение 3 месяцев отдашь, ни у кого не занимая денег. Тоже удобный инструмент, я сам им пользуюсь, хотя мне обычно хватает денег купить что-либо. Иногда не хочется разом отваливать столько денег. Да, мне надо бы Керхер купить себе домой. Вот он стоит там, 100 штук. Вот они лежат 100 штук. Но я не хочу вот сейчас их отдавать. Я говорю, как Каспиред, 30-ка на, 30-ка 2, 30-ка 3. Не заметил. За 3 месяца раскидал. Хотя мог сразу отдать. Но я оставшиеся 70 тысяч там дальше, как говорится, в оборот кинул. Да. Пробухал, правда, но это ладно. Это уже нюансы на самом деле. А так бы не погулял. С базовыми маслами чуть понятнее. Я не буду глубоко в химию вдаваться, это нафиг никому не надо, вашим клиентам это уж тем более не надо, потому что они все равно ничего не поймут. Да, ваша задача им затолкать историю, она работает. Не тянут пробеж, больше раскидаете. В принципе, та же самая история. Дальше у масел есть классификации. Одна из основных классификаций, к которой мы привыкли, это API. Американский институт нефти. То есть те буквы. Моя задача вас сейчас научить читать вот эти иероглифы непонятные на канистрах, да? Куча непонятных наборов букв, хрен пойми, что они там означают. Хороший специалист может взять любую канистру и сразу про масло все рассказать, прочитав буквально 2 строчки. Мне достаточно вот этих цифр маленьких, чтобы сразу сказать, что из себя представляет тот или иной продукт. Задача научиться читать эти иероглифы. Американский институт нефти. Первое основное у него деление идет, это масла с индексом S и индекс C. S означает Spark Ignition, зажигание с помощью свечи. Бензиновый мотор, значит. C – Compression, либо еще Commercial называют, то есть это дизельные моторы. То есть когда мы на канистре видим надпись формата API SN-CF, к примеру, да, это говорит о том, что масло подходит как в бензиновый мотор, так и в дизельный мотор, в том числе. В первую очередь. Давно уже, на самом деле, масла сильно не делятся на какие-то дизельные, особенно это легковых машин касается. Сейчас не про грузовики, это про легковые машины. Отдельно бензиновые масла есть, куда не добавляют присадки для высококомпрессионных соединений, то есть на кольца особенно, где большое давление по компрессии идет. Потому что в этих моторах это просто-напросто тупо не требуется. Да, к примеру, все масла типа класса Азия-Америка, то есть неважно, это Яку, там, Ликвимоли, пожалуйста, Азия, Америка, да, то есть это чисто бензиновое масло. Оно изначально разработано на те моторы, для которых оно разработано, скажем так. В основном чаще всего бывает, что масла подходят и туда, и сюда, да, и надо еще на дополнительные параметры смотреть, такие как вязкость, заводские требования автопроизводителей, я сейчас про это тоже расскажу, что это значит. И, конечно, на класс самого продукта. Чем выше буква, тем к маслу применено гораздо больше требований современных. Сейчас последний актуальный класс API-SP, но в этом году вы уже увидите канистры с надписью API-SQ. Не пугайтесь, это новый класс, который перекрывает все предыдущие. В него просто добавили некоторые лабораторные исследования и моторные исследования, то есть исследования на износ цепи, потому что очень много моторов цепных сейчас, от ременных моторов давно отходят. И побольше испытаний на преждевременное зажигание, потому что современные моторы сильно подвержены детонации. Из-за того, что у них VVTi стоят, турбины с изменяемой геометрией, на прямом впрыске работают, а топливо все равно дерьмовое. Не только не догорает, детонирует само топливо. Видел, он топливо сейчас наливал там.
Это с бензобака, да, слили? Да. Вот прикинь, что ты с колонки наливаешь, он светленький бензин, а это с машины слили. Вот в машине то же самое. И без химии хрен ты с ним что сделаешь. Ты хоть замойся, бак, не поможет. Вот, в дизеле все то же самое. То есть углубляться про каждый класс не буду, это очень долго и это очень скучно. Если в машине написано по API не ниже, чем SN, например, значит, выше можно, ниже нельзя. Все. Что такое выше и ниже? Выше по алфавиту. Алфавит? Да, то есть здесь написано, вот у меня в инструкциях Chery написано, масло вязкости 5W30 по API не ниже, чем SN. SN. То есть SM, SL, SJ там и так далее нельзя. SN+, SP, SQ можно. Так понятнее? По дизелю то же самое. Чем современнее дизельное масло, тем выше его классификация идет. Более-менее понятно? Да. Как? Вопрос можно? Да? СМ можно, например, да? Перегревает, если как СН, SP плюс, так перегревает СН. Да. Но разница есть в масле, то, что именно вот это СН, SP, оно чуть-чуть жиже масла. Оно не жиже на самом деле. То есть, если мы одинаковые вязкости возьмем, чуть-чуть разница по высокотемпературной вязкости может быть, но не сильная. То есть они все равно в одном и том же вязкостном классе остаются. То есть вот 5В30, например, да? Условно, вот, хорошо, яркий пример, да? API SL 5В30, API SP 5В30. Если я сейчас две технические карты открою технические параметры вязкости самого масла, они не сильно отличаются. Они отличаются по составам. То есть SN это более современный экологичный продукт, рассчитанный на работу с сложными системами катализаторов, EGR и так далее и тому подобное. API SL разрабатывался до 2004 года. То есть каты тогда были, но они вот такие были, точнее с такими дырками, да, огромными. EGR вообще не на всех машинах был в целом. То есть к экологии требования у класса API SL ниже, чем у API SN или там SP, да. API SP это более экологичный класс уже, более современных моторов, современных машин. Но прекрасно может работать и в старом автомобиле в том числе. Потому что чем выше класс, тем больше требований к маслу предъявляет организация. Вот так понятней? Это касаемо Американского института нефти. Второй значимый институт – это АСИА. Это Европейский институт нефти. Он немножко по-другому масло раскрывает. То есть здесь есть такое понятие, как зольность. Полнозольные масла, среднезольные масла, малозольные масла. Но это не значит, что малозольные самые лучшие. Ни в коем случае. Каждому мотору нужен ровно тот продукт, который ему нужен. То есть изобретать велосипед здесь не требуется. И есть такое понятие, как высокотемпературная вязкость. Да? То есть экономичность масел. Это полновязкие масла, средневязкие масла, современные маловязкие масла. Ну, как правило, по вязкостям, да, то есть вот эти вязкости это обычно 0,20 и ниже. Типа 0,16 там и так далее. То есть, что значит полнозольные масла? То есть они маркируются двумя буквами. А3, Б4, например, А3, Б3 и опять Б5, А7, Б7. То есть А буковка говорит о том, что это бензин, Б буковка, что это дизель. Буковка С уже говорит о том, что масло подходит и туда, и сюда автоматически. И бензиновое, и дизельное в том числе. На эту классификацию чаще опираются европейские производители. Азиатам на нее пофигу с глубокой колокольни. Это больше история про Европу. То есть BMW, Mercedes, там, Audi и так далее и тому подобное. Да, Volkswagen и так далее, это Volvo, Peugeot, Citroёn, Renault. Не считая своих собственных допусков еще. То есть, что такое зольность? Полнозольные масла говорят о том, что вот вы 100 грамм масла возьмете, сожгете его, останется зола, правильно? Ну, как любое бревно сожги, все равно зола будет. Масла также останутся снизу зола. Так вот, в полнозольных маслах должно остаться от 1 до 1,6%. То есть из 100 грамм 1-1,6 грамма золы должно остаться. В среднезольных до 0,8, в малозольных до 0,5%. То есть со 100 грамм. Это не значит, что надо бежать за малозольными маслами. Нет. Моторы разработаны так, что там эта жирность должна быть. Если мотор требует полнозольное масло, оно там должно быть полнозольным. Среднезольное, соответственно, среднезольным. Особенно, если машина в полном стоке. Зольность, в первую очередь, конечно, это история про экологию в том числе. Почему? Потому что у машины EGR есть, правильно? Знаем, да, что такое EGR? Знаем?
EGR — это система, которая забирает выхлопные газы и обратно отправляет их в мотор, чтобы дожечь, чтобы выхлоп был более чистым. Поэтому EGR часто забивается нагаром, и потом клапан перестает нормально работать, машину трясет, она не хочет ехать никуда, потому что компьютер не понимает, что происходит. Катализаторы, само собой, сажевые фильтра, ну и так далее, и тому подобное. Конечно, если из машины нафиг все это повырезали, ну это гоночная тачка, да, например, перенастроили, то весь автоспорт в основном ездит на полнозольных маслах. Потому что про экологию и автоспорт — это два слова таких между собой вообще никак рядом не стоящие. Все, что касается заводских машин, надо использовать то, что требует завод-изготовитель. Многие берут там машину, да, и катализатор выбивают. Зачем вы это делаете? Потому что сами дышите этой вонью, блин, он воняет, стоит тачка эта. Катализатор можно чистить. Если своевременно это делать, если не дождаться, когда он расплавился внутри, его можно почистить. Он рассыпается от перегрева. А перегревается он из-за сажи. А сажа часто бывает из-за того, что используют неправильное масло. Эта сажа летит в катализатор, налипает на его соты, катализатор начинает перегреваться и плавится изнутри, рассыпаясь наружу. Почему? Потому что на ПЗМе или в магазине человеку дали попросту не тот продукт, который там должен был быть. Катализатор, по сути, работает почти вечно может, если за ним ухаживать. Его можно промывать, для этого есть химия. Можно в бак профилактически, который с бензином сжигая, химикаты позволяют часть сажи, которая на катализаторе есть, расщеплять ее, да, за счет именно содержания химии в выхлопе и выкидывать грязь. Есть пена. Лямбда-зонд выкручиваешь, пену туда заправляешь, ждешь, еще раз заправляешь, ждешь, и потом продуваешь всю эту историю путем нажатия на газ. Если сажевые фильтра, есть вообще жидкость специальная. Да? Сажевый фильтр снимается, дырки все затыкаются, заливается химия на 12 часов, потом переворачивается, еще 12 часов лежит, потом ставится и теплой водой из-под крана моется просто. Ставится на место, сажевый фильтр обслужен и прослужит еще долго-долго-долго. И не надо его менять, он стоит космических денег. Ну да, поэтому катализаторы вышибают, потому что он денег стоит. С этим понятно, да? Машина в стоке, придерживаемся того, что предписано заводом-изготовителем. Не надо придумывать ничего другого. И клиент должен тоже понимать, если он не хочет попрощаться с дорогостоящими деталями, такими как катализатор, клапан EGR, да, там, и так далее и тому подобное, не надо отъезжать от заводских требований. И экономить на масле уж тем более. Масло в этой ситуации играет тоже очень важную роль. И не потому, что оно там плохое, а чаще всего потому, что дали не то. Понятно, да?